как люди живут, городское хозяйство, все. И ну городское хозяйство у нас просто ужасное. Просто ужасное. Ну, достаточно посмотреть. Вот вчера как раз я посмотрела в Восточном экспрессе, то несчастную улицу Трубачева. После ливней. Каждый дождь у нас превращается в стихийное бедствие в городе. Это вот еще никто не заметил, вот здесь была история вот с этой вот новой развязкой. Я не знаю, почему СМИ они не заметили. Может быть, просто-напросто это скрыли и постарались быстрее там заделать происшествие там. Вот этот вот мост, по которому уже сейчас все ездят машины, да, и вот этот вот, который вот туда идет, на Зауду-то сейчас это они делают, да, и тут после очередного ливня, этого воскресенья, да, там с утра, у них такая промоина образовалась. Вот. Ну, просто мама моя была свидетелем тому. У них там просто вот туда вот вниз промоина образовалась. Вот. Я не знаю, почему никто этого не заметил, но они моментально быстро там в течение нескольких часов заделали. Вот. Ну, представляете, строится, объект только строится, а он уже у них разрушается. Еще там до завершения, там, далеко, а он у них в основании завершается. Он знаете, где? На границе, когда вот переход, вот, собственно, с тверди земной на этот самый мост. У них там какое-то обрушение произошло. То есть в самом начале этого объекта. От ливня. Ну это же немыслимо вообще. А если тайфун или торнадо, извините меня, как в США, тогда что мы будем делать? Потом вот я говорю, вот тот же, я не знаю, как другие районы, да, но советский район, это, я говорю, да мы вот тут сейчас сидим в оазисе, да, а советский район, это же вообще помойка. Просто вот куда ни шагни, вот шаг вправо, шаг влево, это помойка. От каких-то вот шаг вправо, шаг влево, я имею в виду, от каких-то вот кусочков советского района, которые более или менее там благоустроены. Так вот, опять же, вот этот сувенирный подход абсолютно, вот этот вот попсово-сувенирный. Вот, пожалуйста, вот вам улица Ленина, да, вот вам Арбат, так называемый. Причем мне это совершенно вот прям, меня так раздражает вот эти все придуманные эти наименования. Вот вам улица, шагните в сторону улицы Ленина. На полметра отойдите с этой плитки, да? И что? Вот в сторону Каландарашвили, что вправо, что вот если быть в любую сторону Ленина, к Адигитревскому собору, к оперному театру, к площади Советов стоит, что вправо, что влево сделайте шаг по улице Каландарашвили на метр. И все, и помойка. И человек, который отвечал за советский район, да, глава администрации Советского района, становится у нас министром социального развития всей республики. Чтобы что? Чтобы уже вообще вся республика превратилась в помойку, да? Довелась до состояния помойки. И меня вот это вот просто изумляет. Центр города, это ужас какой. Это набережная пресловутая, притча во языцах просто, да? Замотались уже волонтеры его убирать. Вот. Во всех городах набережная, центр вот культурной, вот этого социокультурной жизни, там, центр общения, да. Люди выходят на променад, на набережную. Какая набережная в Иркутске, да? Набережная – это то, откуда город начинается. Ну, город же всегда начинается возле реки, да, возле главной артерии, да, возле воды. Жизни без нее нет. И отсюда начинается жизнь. У нас набережная, ну, просто. Это самый настоящий отстой. Самый настоящий. Люди выходят в других городах на набережную, что называется, пройтись, себя показать, других посмотреть. Да? У нас вот так вот. Да не дай бог на набережную нашу выйти. Я не была, там же вроде бы заасфальтировали. Вот там ужас, там грязь, там такая грязь, там вот сплошная. Ну я не знаю, может сейчас уже прибран, потому что я же говорю, постоянно волонтеры убирают. Информполис какие-то акции организовывают, там какие-то молодежные организации, молодежная палата, по-моему, при мэрии там что-то организует. Ой, ну не знаю, может сейчас что-то изменилось, но вообще-то помойка просто. Я говорю, у нас шагни к сторону, и все, и помойка. Мне кажется, принцип простой.
во всем там, и в общепите, и везде во всем, и вот в этой социалке, да, вот если бы наши там отцы города, да, помнили, вот просто, знаете, надо, мне так кажется, что надо всегда думать так вот, что на месте любого человека может оказаться твоя мама с папой или твои дети. И все. И все. И тогда все будет работать хорошо, кругом будет все чисто, вот, кругом будет приятно, кругом будет полезно, и кругом все будет для людей. А у нас все не для людей. И вот единственное, что я говорю, что вот общепит, он как-то все-таки меняется, и есть такие точки у нас в городе, где, в общем, для людей.